20 мандатов и 50 кандидатов от 4 партий. В Сунже готовятся к выборам в городской совет депутатов второго созыва. Веселые игры и конкурсы. Спортивный фестиваль прошел в Магасе для детей с ограниченными физическими возможностями. «30 участников и 10 километров пути. Велопробег из Малгобека до Вежери-Юшта провели в преддверии Дня города. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Замещению подлежат 20 мандатов. Баллотируются 50 кандидатов от 4 партий. В Сунже готовятся к выборам в городской совет депутатов второго созыва. Они пройдут 13 сентября в единый день голосования. Жителям самого молодого города республики предстоит выбрать депутатов, которые будут отстаивать их интересы и чаяния. О подготовке к выборам расскажет Микаил Тенгиев. Депутат должен болеть за свой участок, за свой город. Мы хотим, чтобы город развивался, чтобы люди к нам, гости приезжали. Жители Сунжи давно определились, каким они хотят видеть свой родной город в ближайшем будущем. Народные избранники, которые одержат победу на предстоящих выборах в городской совет, должны прислушиваться к населению и честно трудиться на своем посту, считают избиратели. Если я выбираю этого кандидата, мы бы хотели бы его часто видеть, чтобы он отчитывался, каждый за полгода отчитывался. Конечно, в первую очередь нужно освещение, дороги, вода, чтобы была. Чтобы транспорт ходил. Благополучие людей надо делать. Депутаты горсовета в коллегиальном порядке будут заниматься ведением внутренних дел города и заботиться о его благосостоянии. Поэтому от выбора жителей Сунжи зависит очень многое. Перед ними стоит немало задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Это напрямую связано со здоровьем людей. Также проблема и вопрос канализации, общей канализации. Наверное, я приму участие и постараюсь подчеркнуть и выдвинуть и проголосовать за более достойного кандидата, которого я знаю. В каждом избирательном участке за прозрачностью голосования будут следить наблюдатели и представители УИК. Один из таких участков для голосования под номером 903 открыт в районном доме культуры. Здесь ожидает явку более 2800 человек. Тем более, что к голосованию все готово. Если сказать по готовности, соблюдены у нас меры по пандемии, есть термометр, есть средства защиты, а также дистанцию мы делаем. Готовы у нас кабины. 4 кабины для голосующих и для инвалидов кабина у нас, таблички, все. И я думаю, что все-таки избиратели придут на день голосования, все-таки 3 дня же голосуют, 11, 12, 13. Я думаю, все-таки люди придут сделать достойный выбор. Для тех, кто не может прийти на избирательный участок сам, предоставляется возможность проголосовать на дому. Для этого нужно заранее написать заявление. Вопросу безопасности на участках также уделяет повышенное внимание. Там будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, а волонтеры окажут помощь на протяжении 3 дней проведения выборов. У нас есть отдельный вход, отдельный выход, чтобы не было такого слаботворения. Есть также и дезинфицирующие средства, есть условия отдельно для инвалидов. Также, конечно, мы сейчас готовим пригласительные билеты для наших избирателей. Подключены и учащиеся, и молодежь. Работаем, стараемся, чтобы все получилось. И наши кандидаты, конечно, получили соответствующее количество голосов. Избирательский электорат Сунжи насчитывает свыше 19 тысяч человек. Выборы проходят по пропорциональной системе. На 20 депутатских мандатов представительского органа самого молодого города республики претендует 50 кандидатов. За них борются представители 4 парламентских партий – ЛДПР, Единая Россия, КПРФ и Справедливая Россия. Всего по городу Сунжи избирательных участков находится 9 участков. Три участка – это Дом культуры города, Дом творчества и коммунальное хозяйство города Сунжи. Остальные находятся на территории школ. Информацию мы доводим по интернету, по сайту города Сунжи, в печати. То есть люди осведомлены, что действительно 13 сентября – единый день голосования.
До потенциальных избирателей заранее доведены общие положения о предстоящих выборах. В избиркоме надеются, что явка в день голосования будет не ниже 70%. На депутатов, избранных в Горсовет Сунжи, ляжет большая ответственность. На них возлагаются большие надежды и работа по развитию и становлению города. Михаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24. Правительство направит дополнительно почти $1 миллиард на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам и людям, страдающим редкими болезнями. Помимо этого, правительство будет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия. Регулирование будет вводиться в особых случаях в условиях чрезвычайной ситуации или резкого подорожания такой продукции. Причем новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны отдельно. Лекция под лозунгом «Нет терроризму» прошла в первой гимназии Назрани. Школьникам рассказали о том, как не стать жертвой экстремистов. Учителя уверены, терроризму нет оправдания, поэтому главная задача – объединить все усилия, чтобы противостоять этому злу. А учащиеся во многом осведомлены, что, прикрываясь религией, террористы сами же идут против заветов ислама – не причинять вреда другим. Потому каждому необходимо соблюдать бдительность и осторожность, считают гимназисты. Например, оставленный кем-то подозрительный предмет – пакет, коробка, чемодан, сумка, игрушка и так далее. Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов? Не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться прибытия полиции. 42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» откроют на базе школ региона в ближайшее время. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта образования. В прошлом году в республике открыто 17 таких центров, где организовано сетевое обучение. Площадки будут использоваться как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и творчества по 3 предметам: технология, информатика и ОБЖ. В центрах дети будут изучать эти 3 школьных предмета более углубленно и с применением современных подходов и технологий. Шумно, весело и с азартом этот день проводят дети с ограниченными возможностями здоровья. В Магасе для них организовали развлекательную программу. Самых смышленых и активных собрал спортивный фестиваль. Стрельба из лука, шахматы, волейбол, теннис. Соревнования по разным видам спорта определили победителей и призеров. С ними в игру вступил и наш корреспондент. Маневренность, резкость и умение быстро сориентироваться в сложной ситуации. Без таких навыков настольный теннис точно не поиграешь, отмечает Амир Цуроев. Уровень мастерства он определяет просто потому, как тот держит ракетку. В этой игре Амир, можно сказать, профи. Это становится ясно с первых секунд соревнования. Счет в итоге 11-5 в пользу Амира. Здесь, на фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья, он уже успел познакомиться со своими ровесниками, а некоторым и вовсе бросил вызов не менее любимым для него виде спорта. Шахматы же в футболе. Но больше всего шахматы спасаются. Тематика, что один хается. Потихоньку, а шахматы вот хается. Математика есть для этого, чтобы шахматы шло удалось. Салман Цуроев – отец сильного духа мальчика. Они недавно вернулись из Москвы, ездили на лечение. 1,5 года назад у Амира обнаружили онкологию. За это время он прошел действительно тяжелый путь. Постоянные переезды, сопровождающиеся тяжелыми симптомными проявлениями и процедуры химиотерапии. Но болезнь не смогла отнять у сына влечение к спорту. Всего несколько лет назад до болезни, будучи дзюдоистом, раз за разом Амир покорял новые пьедесталы. В начале 2019 года обнаружили онкологию, опухоль головного мозга. Быстро мы сориентировались, поехали в Бурденко, в Москву, институт Бурденко. Сделали операцию, удалили опухоль, потом и вот 1,5 года лечились там же в Москве, в НИЦ Рогачева, детский онкологический центр. Лечились, там прошли где-то 57 химиотерапий и 30 лучевых терапий. Но сейчас вроде бы надежда есть, что все будет нормально.
Десятки детей, да и взрослых с ОВЗ. Здесь, на стадионе, демонстрируют свои навыки и способности. Пока одни регистрируются в участии в состязаниях по стрельбе из лука и дартс, другие присоединились к различным эстафетам. Для самых неусидчивых – волейбол и баскетбол. Ну а для малоподвижных ребят предусмотрены площадки, где соревнуются в шахматах и шашках. Настоящая развлекательная программа сделала этот день для детей незабываемым. Прекрасно. Именно то, что на таких детей обращают внимание, что их не забывают, что они не чувствуют себя отделенными от других. А шахматы у вас сейчас играть? Я умею. А теннис? Теннис я тоже умею. Шахматы. Наши педагоги настолько хорошо с нами занимаются, что мы все умеем. Хоге. Хоге от Ализина. Сара, а тут слово восхотите у вас там концертов? Восхот. А именно по восхотам у вас? Именно шахматы. Шахматы, я. Хози бургат. Эй. Дети и взрослые с разными заболеваниями сегодня, как одна большая семья, делятся друг с другом своими эмоциями. Пока взрослые беседуют, самые маленькие резвятся как могут. Развлекательная программа или фестиваль для людей с ограниченными возможностями Центром культуры, спорта и туризма проводится несколько раз каждый месяц. Нельзя так делать. Год один раз обращать на них внимание. Нужно каждый по возможности заниматься с этими людьми. Они не должны оставаться на стороне. Они тоже такие же люди, как и мы. Они тоже хотят быть в обществе, играть, состязаться. По завершению фестиваля всех малышей ждут подарки, призы, кубки и грамоты. А для сладкоежек много мороженого. Тамара Хашагулькова, Адам Мережков, Магомед Даскиев. Новости 24. «Подари ребенку радость». Акция под таким названием прошла сегодня в Назране для детей, состоящих на учете благотворительного фонда «Клуб добрых людей». Мероприятие приурочено к Международному дню благотворительности, который отмечают сегодня. Настоящий праздник организовали для более 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей. Приглашенные аниматоры устроили для них игры, танцы, различные веселые конкурсы. Счастливый ребенок – это счастье для каждого родителя. Мамы с удовольствием наблюдали за тем, как их дети весело проводят время и радуются жизни. Подарить ребенку улыбку – это и есть главная цель акции, отметили организаторы. Недавно мы проводили мероприятие, как раз было закрытие алых парусов. Пришли домой, очень сожалели, думали, что нас больше не пригласят. Но сегодня такой счастливый день. Детей пригласили вот на такое вот красивое мероприятие. Мы вместе с детьми радуемся. Счастливы. Сегодня мы их собрали по поводу праздника День благотворителя. А так мы их ежегодно собираем по несколько раз. Но в этом году в связи с карантином у нас не получилось. Видя эмоции этих детишек, мы каждый раз радуемся и каждый раз хочется их заново собрать. В связи с этим можно понаблюдать их эмоции, какие они счастливые. И нам хотелось бы всех поблагодарить неравнодушных людей, которые принимали в этом участие, которые верят нам и также радуют этих детишек вместе с нами. 74 года исполнилось народному писателю Борису Шадыжеву. Свой день рождения он отметил накануне. Борис Шадыжев – автор многочисленных произведений, таких как «В седой древности», «Шагнувший в бессмертие», «Поворот судьбы». За свою насыщенную жизнь писатель успел найти себя в педагогике, трудился на должности замминистра образования. Но одно было неизменным всегда – это любовь к творчеству. Поздравила именинника и Тамара Хашагулькова. Талантливый писатель, но в первую очередь педагог. Любовь к творчеству у Бориса Магомедовича зародилась еще в школьные годы. Его главным вдохновителем стала учительница русского и литературы Галина Макарова, которая всячески подталкивала своих учеников к творчеству и самовыражению. И у нее это получилось. Я написал тогда небольшое сочинение, как мы всем классом. А у нас в классе было 11 человек, 2 девочки, остальные мальчики. И это сочинение мое Галина Ивановна в разных классах читала, ну, старшим имеется в виду. И таким образом толчок, конечно, она дала творчеству этому. Борис Шадыжев окончил Грозненский пединститут, учился на филолога. Мечту стать журналистом не удалось претворить в жизнь. Но о выбранной профессии педагога никогда не жалел. Больше 10 лет был директором 4-й Назрановской школы. Ну а на любимое дело всегда находил время. Писал, часто засиживаясь ночами.
фантастику я полюбил сразу, потому что там можно выдумывать, как тебе угодно, и таким образом фантастика, пьесами увлекся я. Шагнувший в бессмертие, поворот судьбы и расплата, из-под пера писателя вышло несколько десятков произведений. Идеи для будущих работ ему диктует сама жизнь. Как говорит литератор, надо только научиться видеть и слышать, что происходит рядом с тобой. Ну а на вопрос, какой из них самое любимое, отвечает просто. Матери, если спросить, какой у вас любимый сын или дочь, что она может ответить? Все они мне любимые. Вот так вот. Так что они тоже в муках рождались, эти книги. Они все любимые. Борис Шадыжев – настоящий пионер ингушской литературы, первопроходец. Очень часто в его произведениях поднимаются темы, непривычные для нашего читателя, чего стоит только его книга «В седой древности», написанная в жанре фантастики. Я изобразил двух мальчиков, своего сына и племянника, Алаудин племянник. Как они попали, нашли волшебный кинжал и попали в Ингушетию, в древнюю Ингушетию, к своим родственникам, откуда мы берем начало, селение Лялово. И вот они, что там, видели, что там у них получалось, не получалось. Мастер внес свой вклад и в театральную жизнь Ингушетии. Его пьеса «Золотой укол», посвященная теме наркомании, имела большой успех у зрителя. Я вначале думал, наркоман, уколол себя, и потом все, можно через день, через два. Оказывается, из одного укола можно получить зависимость. Я подумал, а что если написать? И таким образом это было написано. Отличник народного просвещения, лауреат конкурса «Лица года-2006», лауреат ордена за заслуги, а с этого года и народный писатель республики. Возраст, говорит Борис Магомедович, не помеха. В свои 74 он на литературном пьедестале, в планах издания новых книг, которые пока ждут подходящего момента. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Из пункта А в пункт Б на двух колесах. В Малгобеке состоялся 10-километровый велопробег, посвященный Дню города, который отметят завтра. К 86-й годовщине города воинской славы велосипедисты проехались по маршруту Малгобек-Вежери-Юрт. Участники марафона, в том числе и гости из других регионов, получили порцию адреналина и выяснили, кто быстрее крутит педали. По веломаршруту проследовал и Микаил Тангиев. Велопробег от центра города до Вежери-Юрта. Участники заряжены хорошим настроением. Им предстоит преодолеть на двухколесном транспорте 10 километров серпантина, резких подъемов и спусков Малгобекского хребта. На старте ожидают 30 участников. Здесь даже те, у кого транспорт просто не предназначен для езды по таким трассам. Но это их не останавливает. У тебя очень маленький велосипед. Ты уверен, что ты справишься? Уверен, потому что я много раз больших и маленьких обгонял с этим велосипедом. К велопробегу, посвященному Дню города Малгобека, присоединились и другие любители двухколесного транспорта, только потяжелее и мощнее. Покрутить педали в честь города воинской славы приехали люди разных возрастов, социальных статусов и физподготовки. Не пропустили этот марафон и участники дальних заездов из Дагестана. Гости охотно присоединились к велопробегу. Мы в Инстаграме заметили вот это объявление, что здесь проводится мероприятие велопробег Малгобек, Вежери-Юрт, и решили участвовать. А вы, в принципе, приехали сейчас, можно сказать, через Вежери-Юрт по дороге. Вообще, сложно ли путь по серпантину? Ну, я думаю, несложно. Если чуть подготовиться, несложно. А так, новичкам будет сложно. В сопровождении сотрудников ДПС и скорой помощи участники начинают движение. Впереди крутые подъемы. Это самый сложный участок трассы. Через 3 километра колонна растягивается на несколько сотен метров. Но никто не сдается и упорно крутит педали. Тяжело на подъеме? Нет, нормально. Хорошо. Включил пониженный и все нормально. Конечно.
Небольшой перерыв на верхней точке хребта, чтобы утолить жажду и подкрепиться, а дальше путь к финишу еще сложнее. Чтобы преодолеть этот перевал, конечно, необходимо было затратить немало сил. Ну, я вижу, участники практически все справились, там, за исключением нескольких, мы еще ожидаем, сейчас они поднимутся и продолжим путь. Совместное фото на память и дальше в путь. От участников на этом отрезке дороги требуется максимум осторожности. На высокой скорости при спуске и резких поворотах не всегда удается удержать равновесие. Финиширует у Дома культуры Вежери-Юрта. Гостей встречают под музыку жителей. Организовал велопробег молодежный совет города. Данную акцию молодежный совет проводит ежегодно с 2015 года. С каждым годом мы замечаем, что любителей двухколесного транспорта становится все больше. И нужно отметить, что для ребят, которые сюда пришли, велосипед – это не только средство передвижения, ну и в первую очередь это пропаганда здорового образа жизни. Также хотелось бы отметить, хотелось бы поблагодарить руководство двух муниципалитетов за оказанную поддержку в организации проведения данного мероприятия. Городу воинской славы исполняется 86 лет. День образования в Малгобеке отметит в воскресенье. В этот прекрасный день мне хотелось бы пожелать всем своим согражданам, города Малгобек, жителям города Малгобек, пожелать всего наилучшего, пожелать созидания, пожелать взаимопонимания друг другу, толерантности. Естественно, желаю, чтобы качество жизни нашей республики улучшилось во 100 крат. Сегодняшний свой пробег я посвящаю жителям города Малгобек, чтобы наш город процветал каждым днем, с каждым годом все лучше и лучше. И отдельно хотел бы поблагодарить жителей села Вежери-Юрт за то, что нас приняли так хорошо. Гостей встречают угощениями, весельем и отличным настроением, а затем обратно в путь, домой, в родной Малгобек. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.